Здравствуйте, вновь пожелаем всем доброго вечера. Вы продолжаете смотреть телеканал ТНВ, и снова с вами программа «Вечерняя игра», и мы ее ведущие, Лия Сергеева. Петр Нижинский. Как вы можете наблюдать на своих экранах телевизоров, у нас уже имеет место быть гостья, замечательная гостья. Лия поподробнее представит, а я пока угощу наших гостей. И с нами сегодня актриса Камаловского театра, заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Татарстана, лауреат Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая Наиля Гараева. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что выбрались к нам. Мы знаем, что это было для вас непросто. Да. Благодарю, Петр. Угощайтесь. В лото любите играть? Знаем, что давненько не играли. Да, в детстве, конечно, в молодости любимая игра была, честно скажу. А давайте вспомним. Давайте вспомним. Пожалуйста, доставайте. Так. 9. Отлично. Хорошее начало. Игра началась хорошо, как я люблю. Сразу 2 фишки я закрываю. У меня нет. Ну, давайте продолжим. Давайте, чтобы было. 89. Прелестно. Да, нет, даже нет. Если сейчас и третий раз тебе Да, не пойдет. 16. Ну вот, тут вот немножечко мы... А вам? Нет, у меня нет. Ну, ладно, пока ничья. Мы знаем, что недавно вы вернулись из Москвы, там камаловцы дали очень громкое выступление. Как вам? Как ощущение? Как Москва приняла? Вы знаете, Москва – это как бы наш зритель. Мы в 2 года один раз всегда ездим, играем в Малом театре. Малый театр у нас спектакли играет, гастролирует у нас, а мы в Москве. Там замечательный зритель. У нас залы полные были. Они все очень-очень соскучились. Спектакли принимали очень хорошо. Ну, там татарский зритель, он наш зритель. Скучают. Да, для них это большое, конечно, событие, большой подарок. И мы очень довольны. Гастроли прошли хорошо, замечательно. Все спектакли хорошо приняли, зрительный зал был полон. То есть аншлаг, овации. Да. А какие спектакли привозили? Мы... Худжа Насреттин у нас был наш спектакль. Первый с ним открыли мы гастроли. Потом был Махапет Фэм. Это уже более такой современный спектакль. Потом Кутамсина, Ждут тебя. Тоже молодежный какой-то, для молодежной аудитории. Потом Тинчурин у нас спектакль «Ежелькансизляр без витрил». Это наша классика. И потом еще Зульфата Хакима у нас, если на Бармаре Шваткадауа взятка, если способ избавиться от взятки. Вот такая тоже очень современная тема. Актуальная. Актуальная, да, и очень хорошо поставленная. В общем, в принципе, репертуар довольно-таки очень обширный. А были отзывы какие-то, не знаю, в изданиях, в прессе, Во-первых, в интернете? «Культура» показывала, она информировала о гастролях нашего театра. Ну и в прессе тоже, и в нашей прессе, в нашей республике были. И наверняка я, конечно, еще не знакомилась, но наверняка и в этих публикациях... Но это все СМИ, да. на самом деле. Меня интересуют больше отзывы от непосредственно людей, которые приходили. Ой, Ну, социальные сети были завалены фотографиями и восторгами по поводу ваших гастролей. Да, да, ну, все очень были довольны. У меня там родные посещали спектакли, все были в восторге. Приезжайте, приезжайте. И сказали, чтобы не в 2 года один раз, а каждый год, чтобы мы приезжали. Вот. А вы сами как бы хотели?
Я, конечно, хотела бы каждый год, но сейчас уже как-то я сама реже участвую в гастролях, в репертуаре, ну, соответственно, возрасту. Но я бы хотела, чтобы театр через год. Потому что Москва же это близко, Москва это наш город. Рукой подать. Не утомляют гастроли? Вы знаете, театр, актер без гастроли это не театр. Все верно. Потому что я вот по своей творческой жизни, для меня самое приятное это гастроли. Во-первых, встреча с новым зрителем. И уже где-то совершенно по-другому играешь, уже как-то растет какое-то такое эмоциональное, какое-то вот творческое начало. Я, например, на гастроли всегда смотрю свои спектакли. То есть те спектакли, которые здесь выпускают в Казани. И всегда вот так они идут, прямо как будто бы новая совершенно премьера. Я с таким удовольствием смотрю свои спектакли, как будто бы я заново открываю свой театр, я заново открываю своих актеров, и я получаю очень большое удовольствие. Ну вот вы как-то сказали, и мы, честно говоря, очень удивились этому, что сейчас близко к тексту процитирую: «В космос я не слетала, переворота в науке не совершила, и без театра я никто». Как-то вот в голове, честно говоря, это не укладывается, но сказано было. Это хорошо сказано. Я еще раз могу это подтвердить, потому что театр – это моя семья, это моя вторая семья, это мой дом, это моя жизнь, сложная жизнь. Но я без театра... Артист, он, ну, только в театре он что-то из себя представляет. Я сейчас это могу подтвердить. Потому что наша работа, один человек в театре, он ничто. У нас же коллективная работа. Спектакль выпускается полный коллектив, полный творческий ансамбль спектаклей. Поэтому один в театре он ничего не может сделать. Он только вместе все что-то мы можем сотворить. И вот из этого делайте вывод. Только вместе с моими коллегами, с моими артистами, именно внутри театра я живу, я совершенно заново как бы раскрываю все мои потенциальные возможности. Я живу театром. Мне кажется, что каждый актер, который... Он не просто работает в театре, он должен жить в театре. Он должен жить в театре. Не только даже служить, а просто жить. И у нас сейчас вот молодежь тоже так же, она прям с утра до самой ночи, она целыми днями в театре. То есть преемственность есть, иначе театр только может жить вот именно с приходом молодежи. А молодежь идет в театр. И вообще татарский театр, он в корне он народный театр. Это в природе нашего народа заложена игра. Вот вы возьмите, вот сколько в каждой деревне есть какой-то вот сам вот этот вот коллектив, который вот именно играет. Везде театры. Свой актер, да, свой председатель. вот вы представляете, и идут в театр именно вот сначала играя у себя в деревне, у себя это спектакли, и потом вот это рождаются из них вот настоящие актеры. Это вот здорово. это он и создался именно из народных корней. Театр. Это не как русский там императорский или там театр, а именно вы можете себе представить вот тех, которые в мечеть ходили, вот эти вот ребята, они вдруг создали театр. Вы можете себе представить? Теперь уже можем, благодаря Вы понимаете, Камаловскому вот театру. поэтому это корни очень сидят в нашем народе, именно наш народный театр. Поэтому и народ у нас любит театр. Он без театра не может жить. Вот такое игровое начало, вот такое какое-то вот необычное, вот, чтобы, как Тукай сказал, это театр, это зрелище, школа для народа, будить сердца людей, вот в чем ее природа. На путь неправедный он не дает пойти. Вот это он к свету нас ведет, открыв нам правый путь. Вот этот Тукай, он один тоже из создателей этого Но вот театра. сейчас от возвышенного театрального... А мы также к возвышенному, да, перейдем к возвышенному возвышенной коммерческой телевизионному. информации, блок рекламы, после которого мы продолжим.
Продолжается наша вечерняя игра. Вот как раз вот Давайте сейчас продолжится игра. решается вопрос, продолжать играть в долото или нет. Давайте парочку фишек достанем. Ну, давайте. Опять я достаю? Да. Ну, давайте. Нам очень понравилось, как вы нам подыграете. 29. У меня есть. Вот. Ура! А давайте еще одну. Сейчас я потом помешаю. 50. Нет. Ровно У кого 50, есть? Да? Нет, у нас тоже нет. Тоже нет, да? Ну, чего же ты, а? Ну, давай. 65. Нет, ни у кого? Как-то это Нет. не пошла. Вы знаете, нет, Да вначале что-то игра Сафана не очень пошла, хорошо да. пошло. Вы нам удачу действительно принесли. А правда, что ваша бабушка говорила вашей маме, чтобы она всегда вас брала с собой, потому что вы удачу приносите? Было такое? Или это Да, байка? На такое самом деле было, да. Было такое. Вот пусть она пойдет, пусть Наиля пойдет. Вот что-то там, если покупать даже, вот ей всегда хорошее попадает, это дают почему-то вот. Если куда-нибудь ты идешь, обязательно Наилю возьми, если ты хочешь какую-то удачу, чего-то такого неожиданного. Ну вот такая везучая я, наверное. Это только в детстве было или всю жизнь тоже продолжается? Ну вот, мне кажется, и вся моя жизнь, это мое везение, это моя судьба, она у меня очень удачная. Я считаю в том, что я себя нашла в этой жизни. Ведь самое главное делать любимое дело в этой жизни. Это верно. Вот в этом плане даже вот книга у меня так и называется «Спасибо моей судьбе». Вот вышла книга моя. Поэтому я только судьбу благодарю. Я действительно везучая. Это биографическая, кстати, да, книга, я так понимаю? Да, в общем-то, да, там все есть. Да. Угу. А как Это судьба вышло вас привела к к вашему любимому 75-летию. делу? Вы знаете, это, наверное, идет от воспитания. Мама у меня по своей природе, она была артистка. По своей природе. Не актриса, но артистка. Нет, она по своей природе была артистка, потому что у нее был культ красоты. У нас дома прямо как театр был. Вот все было красиво. И одевала она нас красиво. Как она в это время могла так нас одевать? У нас дома все было красивое, и вещи красивые, и посуда красивая. Для нее это культ был. Наверное, вот это вот где-то в основе, может быть, это лежало. У нас живопись, у нас картины, значит, висели. Тогда еще вообще таких картин культ у кого не эстетики было. такой, я бы да, сказал. культ эстетики, культ вот эстетики, красоты. Вот вы можете себе представить, нас трое было в семье. Брат, сестра, я. Мама нас троих отдала в музыкальную школу. Меня на скрипку. Я закончила скрипкой музыкальную школу. Брат у меня так и остался скрипачом. Он в оркестре Рахлина работал. Сестра вот только на фано закончила эту вот музыкальную школу. Причем папа у нас после войны быстро пришел контуженный. Он скончался, и мама осталась одна. И вот она нас воспитывала. Но еще бабушка была, конечно. Бабушка у меня была истинная мусульманка. Она читала намаз, и тасвих все время в руках был. А папа у нас был партийный коммунист. Он, конечно, интересное сочетание. Да, он, в семье конечно, не получилось. разрешал. При нем это все скрывали, ничего при нем этого не было. Вот папа был такой у нас. А мама у нас вот как-то она все время какие-то подарки дарила. У нас дома все время Новый год. Мы как будто бы татары же, мы же мусульманы. И в то же время вот она очень современной была. Все, что в этой жизни, она вот все вот это вот брала она. Ну, мы, конечно, в русской школе учились тогда же. Татарской школы не было. Я пришла в татарский театр, закончив татарскую студию. При Качаловском театре студию была. Татарской группы и русская. Я поступала в русскую, а меня потом сагитировали в татарскую. Ты же татарка. У меня такой был режиссер Шерездан Сарымсаков, наш педагог был. И вот он меня увидел на экзамене и сказал: ты татарка? Я говорю: да, я татарка. А почему ты идешь в русскую группу? Я говорю: я ведь русскую школу закончила, я же только так в жизни, просто в бытовой разговор. Научишься. Твоя судьба в татарском театре. Вот он меня так предопределил, и вот моя судьба в татарском театре. Так вот она, я даже не представляю, если бы я не пошла в татарский театр, как бы у меня сложилась судьба. А давайте сейчас посмотрим отрывочек из вашего спектакля. Да? Из Да? какого спектакля? А вот сейчас и Сюрприз узнаете. будет. Правда? Ну, давайте. Сені күргәч, авылга кайтырмын әллә дип шатланган идем. Yok, tüngel alası bulma. Senin kibik yetim kız bala tügül. Hoşarıp durgan yerler daşlıktan intege.
Ой, спасибо, интересно. Вы, похоже, не часто пересматриваете свои спектакли все-таки. Я себя не узнаю там. Я смотрю, думаю, неужели это я? По-моему, это не я. И все же это вы. Да. А вот был какой-то спектакль, который для вас оказался таким, да, ну, Да. пусть судьбоносным, как бы это пафосно не звучало. Был Какой? спектаклем. Именно для меня или для зрителя? Для вас. Для меня был такой спектакль, где я не себя играла. Часто в спектаклях играешь где-то, тем более в молодости, играешь свой возраст, играешь себя, как будто бы. А вот бывают такие роли, они что-то редко вот даются. Шажара – это родословная Туфана Минульный спектакль, где я играла женщину, которая провела жизнь в ГУЛАГе. Она курила, пила, и в то же время она свое национальное, чисто истинно татарское сохранила. И язык, и свою веру. И вот в течение всего спектакля, несмотря на ее вот это вот такое внешний, как будто бы такой характер, внешне такое проявление, внутренне она очень сильная была и очень верная своим идеалам, своим традициям, своему народу. И вот когда мне эту роль давал, это мне ее ставил мой сын, режиссер Фарид Бекчентаев, я отказалась. Это не моя роль, я никогда такие роли не играла. Ну как это я буду на сцене курить, пить и еще вот так вот. Это твоя роль, ты еще себя не знаешь, ты вот снова там. И вот действительно я это преодолела. А вот когда ты преодолеваешь чего-то, это такое наслаждение получаешь. И самое ценное было, когда мои коллеги зашли и сказали: Наиля, ну ты здесь вообще гениальная, ты никогда еще так не играла. А вот в театре это самое ценное, когда твои коллеги тебя оценивают. Это ведь очень редко бывает, потому что у нас все-таки профессия немножко конкуренция такая. идет. Ревностная конкуренция такая. Но это естественно, это в творчестве это всегда так бывает. Это надо воспринимать так, как это должное. Вот когда они меня это вот так вот похвалили, и я считала, что это где-то мой переломный момент был в творчестве. Причем я уже тогда не молодая была. Уже это было где-то мне около 60 лет. Вот можете себе представить? И вот там уже вот, и вот пошло, там уже мне дали еще такую характерную одну роль. Потом еще там вот, где-то вот вдруг заново я себя открыла, и меня вдруг заново открыли. Получается, ваш сын, как актрису, вас заново и открыл. Да, наверное, так, да. И вдруг еще до этого я играла все время как бы молодых, среднего возраста. И вдруг старушку я стала играть вот в его дипломном спектакле «Бичура». Это вот «Домовой». Это «Домовой» назывался, да. Играл тоже, кстати, мой студент Камалов Камиль. Сейчас его уже ушел он из жизни. Молодой совсем. И вот там мне он дал эту старушку тоже. Причем такая странная, такая старушка, которая ищет своих детей у гусей, а дети у нее, 3 детей на фронте погибли. И вот она вот все время их ходит, и в них она видит своих детей, и вот она все время их ходит, зовет. Ну, вот такая странная. Ну, в общем-то, мы артисты все немножко странноватые, конечно. Это естественно, как кто-то сказал, что они, в общем-то, на обыкновенных людей не похожие артисты. И вот эту вот такую старую старушку я первый раз тоже играла. Это уже в 80-е годы, тоже уже я так. Переход был на возрастные роли. Это тоже в театре очень сложно происходит. Некоторые даже не могут этот барьер пройти, они так все время и играют молодых, а вот старушек. Но я в детстве много мальчиков играла. Да, мальчишек. А когда играешь мальчишек, переход на старушек очень легко происходит. Потому что там не нужно быть красивой, не нужно что-то там играть. Там просто естественность такая. Вот. В общем, вот такие были роли, которые действительно в жизни моей сыграли такую большую роль для меня. Ну, я думаю, и для зрителей, и, главное, вот коллеги мои, они меня вот так вот вдруг восприняли. А то так привыкли ко мне уже. А тут нате, и сюрприз. И, конечно, еще, если время есть сказать, еще был у меня, конечно, очень событийная роль. Это «Приехала мама». Это Шариф Хусаинова. Я ее играла в молодости невестку. А уже вот это моя почти последняя такая большая роль.
Марсель Салимджанова как бы подарок мне был. Вот старушку тоже мне дали. Тоже это было такое событие. Как это вдруг городская, вдруг это так, это молодой голос, и вдруг старушку ей дают играть. Тем более после такой великой актрисы, как Алима Ибрагимова играла, когда я невестку играла. И вот там тоже это был такой сложный период. Зритель сначала совершенно не воспринял меня, потому что голос такой более. А решение было такой обобщенный образ матери. Не конкретный образ матери, а именно обобщенный. А почему я не имею права играть? У меня уже даже внук есть. Почему я... А внук играл, кстати, моего внука в театре. Да. То есть семейная традиция продолжается. Бекчентаев, Кстати, раз у вас такой клан уже образовался театральный, почему же вы человек театральный, супруг ваш человек театральный, но сына-то вашего Фарида не вы в профессию привели, вы были против? Нет, я никогда не была против. Я была против, он хотел в русскую группу идти. А я ему сказала, ты пойдешь в татарскую, потому что ты, мама у тебя, папа у тебя татарин, татарский актер же. Ревкат Бекчентаев, он актер, режиссер был. Я тоже в татарскую. Пойдешь в татарскую? Не и он спорил? меня послушал. Нет, он не спорил, он пошел. И он был правильно выбрал. И потом он поехал в ГИТИС. В ГИТИСе он там закончил. Режиссерский уже. Актерский в Казани закончил. Он еще в армии успел прислужить. Нет, я наоборот его всегда вот так вот направляла. Да, я не была против. Многие родители почему-то против бывают. Особенно театральные. Нет, а потом он же с детства, он же дитя театра. Он дитя театра, он и сейчас это говорит. Как это само по себе, я уже в маленьком возрасте, он уже играл роли. И Там все уже время и играл, внуки да. театра появились. Да, это у него наследственно, он действительно талантливый, потому что у него вот, вероятно, от отца очень много пошло. Ну, и, может, и немножко и от меня есть. А как ваши отношения с ним складываются на сцене? Все-таки это прежде всего А он на мама, сцене, сын? ему со мной тяжело работать, и мне тоже тяжело. Почему? Больше всех, все на меня. Все шишки достаются вам. Это не только у меня. Вот сейчас мы смотрели отрывок, там Галияпа Нигматуллина, Марсель Салимджанова, покойного мама. И вот тоже, когда он с ней работал, она все время жаловалась. Ну, все шишки на меня, ну что это такое? Во всем я только виновата. Вот я вспоминаю, она так все время жаловалась тоже, когда со своим сыном Марселем работала. И я тоже так же. Больше всего на меня, он на меня вот. Ну, это, в общем-то, приводит результат. Хороший получается, да. Но это вот ведь почему-то вот и в жизни так почему-то самым близким людям попадает, достается. Это как бы жизненное такое кредо, жизненное, естественное такое. Ну вот, в общем, так. А что больше всего вас беспокоит в современном театре? Или радует, может быть, доставляет удовольствие? Вы знаете, я немножко работала совершенно в природе другого театра. Я в театре, психологическом театре. Я воспитывалась на этом театре, и театр именно был в психологическом плане. А сейчас важно не что, а важно как. Перформанс. Сейчас Поясните. важно, значит, вот удивить зрителя, что-то такое вот, что-то такое необычное, чтобы сделать. И за счет каких-то внешних эффектов, Ну, как коллега сказал, перформанс, да. эффектов теряется сущность. Переделывают совершенно классику. Есть вещи, которые я не понимаю, но я принимаю. Я не понимаю, но я принимаю, что это... Театр, язык ведь театральный тоже меняется. Это как время меняется, зритель меняется, язык театра меняется. Но меня радует, что наш театр все-таки в своей основе сохраняет. Именно главное, чтобы зрителю все-таки донести какую-то новую мысль, какую-то жизненную позицию, жизненную какую-то радость, как-то дать людям как-то веру в жизнь. И как это сказал в интервью вот мой сын, он сказал, что главная наша задача – возвратить человека к самому себе. Сейчас человек себя теряет. Он должен сохранить. Он же в сущности рождается, он ведь хорошим.
А он теряется, он идет на поводу каких-то других людей, он свою сущность, ну и деньги, конечно, сейчас очень портят. Поэтому я очень... Это давно уж началось. Да, да, да. И вот и самое страшное вот в этой вот сейчас жизни, вот этот человек теряет самого себя. И задача театра вот возвратить человека, сохранить человека. Мне кажется, вот это важно сейчас в театре. И вот немножечко театр от этого сейчас вот уходит. Он развлекает больше. Да, он вот хочет, вы нашли он правильное хочет слово. удивить, он развлекает. Какие-то совершенно недопустимые, неэтичные вещи какие-то на сцене появляются. Мне все это очень больно. И я очень осторожно хожу на новые спектакли. Потому что вот я по телевизору вижу тоже, понимаете, я уже не хочу сейчас конкретно говорить о каких-то, даже в нашем городе, о каких-то там театрах. Не буду конкретно говорить, а вот вы, мне кажется, согласитесь, что вот сейчас больше идет тенденция развлечь, отвлечь театра от основной жизни, как-то вот что-то вот на этом вот увидеть, вот что-то такое удивить, что-то вот развлечь. Ну, то есть, по-вашему, все-таки театр должен воспитывать? А как не же, а развлекать? как же? Это же школа. Зрелище, театр, конечно, это игра. Но все-таки она еще должна и сохранить свою сущность. И мне кажется, вот в этом плане наш театр еще себя не теряет. Но вот бытует сейчас такое очень активное мнение, особенно среди театральных критиков, что Камаловский все-таки вот слишком привык к своему крылечку, гармошке, вот все, Ну, такое, слишком классика. все old school. И опять А вы бы вот... а зритель говорит, что не трогайте Камаловский, он такой и должен А я вам быть. последний вот спектакль, премьеру нашу «Дон Жуан» вам скажу, Мольера. Вы знаете, это не только татарский спектакль, это европейского уровня спектакль. Это и в оформлении, и в игре актеров, и в решении спектакля, и в смысле, и в мысли даже. И вы можете себе представить, в Качаловском театре тоже поставили Дон Жуана, Да. и актеры Качаловского театра приходят к нам и восхищаются. Они сравнивают свой спектакль с нами. Это говорит, несравненно. Вот это Опять-таки действительно лучшая Дон Жуан. похвала. Да, это для нас лучшая похвала. Они не принимают свой спектакль, но опять-таки не все актеры, а те, которые вот приходят, да, те, которые вот именно воспитаны на основе именно психологического театра. И там Дон Жуан совершенно другой. Это не тот Жуан, который привыкли мы в жизни. О, он Дон Жуан, он Дон Жуан. Это не тот Жуан. Это Дон Жуан, который страдает, переживает из-за своих ошибок, из-за своей природы, из-за своих всего. Он в течение всего спектакля об этом говорит. Вы понимаете? Это совершенно другое Тоже решение. новое прочтение, но такое Конечно, очень конечно, интеллигентное. конечно. Поэтому вот я вам только последний спектакль, никакой гармошки, никакой это песни, это я не знаю, кто это так Это сейчас. злопыхатели. Есть несколько Это у может нас. быть они хотят, чтобы театр таким чтобы был. Дон Жуан вышел с Да, баяном. чтобы он таким театр был. Может, они хотят таким, чтобы он был. А у нас нет. У нас с командором, когда встречается Дон Жуан, А в вашей жизни какая-то вот самая знаковая постановка была, которую вы увидели и прям ахнули, и до сих пор вы Вы ее знаете, вспоминаете? это «Черная бурка». Это «Черная бурка». Поставил его Фарид. А его была мечта Марселя Салимджанова поставить этот спектакль, но он не успел. Он ушел из жизни. И вот его мечту Хугаева, автор это. Вот, знаете, здесь сочетание всего. Здесь и музыка, и пластика, и игра, и смысл. Главное, смысл доходит. Это там собака, она служит хозяину. И она до конца остается верной своему хозяину. А хозяин расстреливает собаку. Стреляет из-за своих каких-то там своих личных каких-то целей и личных амбиций. А он вот до конца остается верным своему хозяину, преданный своему делу. Но из этого же не только он, что хозяину, а вообще человек остается преданным своему делу, своему другу, своему... Иносказательность такая Вы присутствует. знаете, это написано тогда, когда впрямую нельзя было. Тогда, помните, Да-да-да. выходили пьесы, через животных передавали смысл. Вот эта вот пьеса, вот она... И какие работы там наших актеров. Там Искандар Хайруллин, вот эту собаку играет. Ой,
И я еще что хочу сказать. Меня всегда восхищает в нашем театре актеры. У нас вообще-то мужской театр. Нас всегда говорили, наш театр мужской. Но это ведь в мусульманской религии, в мусульманской природе вообще самый главный мужчина. И в театре это тоже проявляется. У нас мужчина, мужской театр. Приходят критики, все говорят, это мужской театр. Отлично. И вот я всегда, кто бы ни пришел к нам поставить, даже если неудачно, актеры всегда вытаскивают. Понимаете? Ну, вот, во-первых, почему? Потому что у нас 30 с лишним лет один режиссер главный был. Сейчас у нас уже сколько, 20 с лишним лет, один режиссер. А в театре, чтобы создать природу театра и сохранить природу театра, должен быть один художественный руководитель. А когда вот это вот один приходит, другой приходит, третий приходит, того откуда-то приглашает, того откуда-то приглашает. И теряет театр, теряет свою природу, теряет свою сущность. У каждого театра же своя природа, ее же надо сохранить. Поэтому в этом плане вот нам везет. И еще самое главное, ученики именно. Вот целая школа, целая плеяда Марселя Салимджанова была. Сейчас все почти молодые ученики Фарида Бекчентаева. А до этого Щепкинская студия была. Целая группа щепкинских актеров. Держала театр уже сколько лет. Вот про учеников мы еще продолжим разговор. Эта тема очень интересная. Серьезно? Реклама на ТНТ. Давайте. Скоро мы вернемся к вам. Без этого, к сожалению, в театральном мире. Мы тут за время рекламной паузы немножко и поиграть успели. Я сегодня прямо, как говорит нынешнее поколение, жгу. 30 у меня есть. Давайте, 40. 40 нет? У кого? Вот уже и не жгу. Мы закончили разговор на теме учеников. Вы ведь преподаете, и со своими учениками, мы знаем, вы очень дружны. Да, я преподавала, 25 лет у меня педагогический стаж. Это я начала где-то в 90-х годах. Тогда мне тяжело было в театре, репертуар у меня был такой, не было, почти я не играла. Но в театре бывает же такой, переходный такой возраст, переходный период. И мне вот Марсель Салимджанов еще в 80-х годах предложил ассистентом. Он преподавал. И как парадоксально, в этой группе именно был мой сын. Да. И я вот была ассистентом в этой группе в театральном училище. Марсель Салимджанов был его педагог. И мы с Ильдаром Хайруллиным, актером театра нашего, мы были как бы ассистентами. Вот это моя первая, окунулась я вот в эту педагогику. Конечно, очень дорого, что Марсель Хакимович мне именно такую доверил. Значит, что-то было во мне такое, которое дало ему желание меня вот взять. Вот это один выпуск я сделала, Фарид там закончил. И потом, значит, я немножко был перерыв. Я потом уже в 90-х годах пришла вот в университет культуры, театральный факультет, вот где, кстати, Камалов. Уточнив для зрителей, это наш режиссер. Режиссер Камалов. Мы много интересного про него узнали от педагога. Вот такой парень. Он мой первый выпуск, мой первый студент, мой первый ученик. Вот очень способный, талантливый был, очень оригинальный, своеобразный. Вот. И видите, и сейчас, да, вдруг он меня пригласил на эту передачу. Можете представить? Значит, все-таки он обо мне помнит. И вообще мои ученики, это так для меня дорого, вдруг они приезжают на мой день рождения, на мои премьеры. Каждый день рождения они меня поздравляют. Ну, у меня же там 4 выпуска было. Там Фарид, это первый выпуск. И еще там сейчас одна моя ученица в театре работает. Это Венера Шакирова. Вот Камалов Камиль работал в нашем театре. Но я же преподавала актерское мастерство. Это был факультет, который готовил режиссера для народных театров. Вот. А я преподавала актерское мастерство.
И вот мне это очень дорого, что ученики меня помнят, что они ко мне приходят, меня поздравляют вот с юбилеями, с днем рождения, или звонят, или приходят. Вот как-то я такой мысль, значит, все-таки я не зря пошла в педагогику, значит, все-таки этот период моей жизни прошел не зря. Но это как и комплименты от коллег-актеров. Также вот такой вот память учеников. Да, это да, это дорогого очень стоит. дорого, это очень дорогого стоит, очень дорогого стоит. Значит, и мне еще что радует, многие из них работают в профессиональных театрах. Вот, например, Бадреев Булат, вот он режиссером работает в Челнинском театре. Например, Ильяс Закиров работает сейчас в Мензелинском театре. Примерно Алсу Муртазина работает в Альметьевском театре. Вот мне дорого те, кто все-таки идут вот по этому пути, именно театральному пути. Ну, некоторые там это разбрелись, но многие преподают в детских центрах, театральным делом тоже занимаются. Вот это меня очень, конечно, радует. Ну, вы явно человек, который горит театром. Это для вас не работа, это для вас жизнь. А помимо театра есть какие-то увлечения? Увлечение, как это назвать, таких вот игровых или чего-то так увлечений нет. Я, во-первых, очень много внимания уделяла внуку, очень много внимания. Он сейчас работает, кстати, в нашем театре, тоже играет, он собирается в ГИТИС поступать. Он закончил университет, восточный факультет, и в Китай ездил несколько раз, знает китайский язык, английский язык. Но вот все-таки закончил, и все равно его привлекает театр, да. Он посещает уроки Фарида Пекчентаева, отца, участвует у них в отрывках, там, потому что мальчики всегда, парни всегда нужны. И играет в спектаклях даже у нас. Вот сейчас опять моего внука играет. У него есть тоже способность, у него есть желание. И вот он все-таки хочет идти по этому пути. Вот видите, как пути Господни, как говорят, неисповедимы. И вот теперь, значит, я очень много ему уделила внимания. Я вместе с ним училась в музыкальную школу, его отдала. Он закончил музыкальную школу, он прекрасно играет на многих инструментах, на фано. То есть вот это тоже было мое как бы много увлечений. Ну, как это не увлечением назвать, а отдача большая была, заняла много в моей жизни. Вот, и сейчас тоже я как-то очень с ним общаюсь, где-то вот. Ну, а так вот сказать, что вот и педагогика очень много времени у меня занимала. А так, чтобы чем-то увлечь, у меня еще есть очень любимое мое место – деревня. Атнинский район, Березка – это деревня моего мужа, где его родня, его отцы, деды там родились, там жили. И вот я очень люблю эту вот деревню. Я сама в деревне ведь не росла, не выросла. Я сама казанская. Но я ведь родилась, жила в таком месте, как будто бы в Казани, город, в центре Казани была такая улица, прям как деревенская улица. Там и коров держали, и кур держали. Это деревянный дом был, правда, он был государственным. Вот. И у нас там был участок, мы там и картошку сажали. И это, по всей вероятности, что-то все-таки у меня осталось. Бабушка у меня была из деревни, мама сама казанская была. И папа, и мама казанские были, и я вот тоже в этой вот уличке в такой вот, она прям вся зеленая, там только одна лошадь ходила, никаких машин не было. И мы все там дружили все время улицами, я все время там с детьми эти всякие представления делала, на елках, эти спектакли делала, вот все как-то мы... И вот это как будто деревенская улица была, и всех мы там знали, со всеми общались, ну, время было такое вот. И вот это вот и цветы сажали, и все это, всякие вишни, Виктории, все это. Ну, и, вероятно, вот это во мне где-то немножечко вот заложилось, наверное. Поэтому я вот с такой радостью вот езжу. Вот недавно только, кстати, я и зимой туда, у нас там дом теплый. И недавно вот туда вот съездила, 2 дня побыла. Я там как-то вот совершенно возрождаюсь. Там такая тишина, там такая чистота. Вот, ну, ни за какие деньги вот то, что там не купишь. И все-таки, а что для актера главное? Это тот момент, когда ты выходишь на сцену, тот момент, когда ты выходишь на поклон или овации зрителей.
что... Понятно, что для актера главное не деньги, для настоящего актера. В театре никогда, за деньги в театр никто не приходит. Вот еще покойный Марсель Хакимович на экзаменах, когда был, он всегда студентов спрашивал: ты зачем идешь в театр? В театре денег нет. Ты зачем идешь в театр? Много ушло. Встали тут же с лекции. Денег нет, да, нет, и не уходят. Я вот люблю театр, но у нас ведь заложено в природе народа нашего театра. Я люблю, я хочу играть в театре, я люблю театр. Вот так. И идут в театр. И, как вам сказать, что для меня главное, конечно, встреча со зрителем, это как бы наше главное. Потому что энергию мы берем у зрителя. Зритель от нас берет энергию, берем от зрителя. И самое ценное, когда ты вот это соединение, вот эта гармония вот зрителя и тебя на сцене. Вот это очень редко бывает, не всегда это получается. А вот сейчас уже в моем возрасте мне все дорого. Просто прийти даже в театр. Увидеть своих коллег, увидеть своих даже вот костюмеров, этих декораторов. Вот все мне сейчас дороги. Мне сейчас дорого просто прийти даже, войти просто в театр. Вы понимаете? Вот с возрастом так. А может быть, помоложе, конечно, где-то было, хотелось играть, хотелось, значит, со зрителем встретилась. Потому что так же, как и в жизни, в театре это 3 периода жизни. Молодость, средний возраст и уже... как бы сказать... Мудрость. Да, ну, уже преклонный возраст, потому что актер, он никогда не стареет. Я не могу сказать, что вот я это старею, а просто уже возраст такой преклонный, уже. И сейчас вот в этом возрасте мне все дорого в театре. Просто вот увидеть, если так все... Я так скучаю, когда не приду в театр, но иногда я в театр специально не иду, потому что как-то Товстоногов сказал, у него такой постулат был: если тебе в театре нету работы, лучше в театр не ходи. Потому что там возникают всякие мысли, там всякие разговоры. Иногда говоришь, что совершенно не надо говорить. Там чего-то слышишь, совсем не надо слышать. Вот это иногда я так это сознательно не иду, а когда уж я прихожу, прям все так... Вот все для меня дорого. Нам бы очень хотелось пожелать, чтобы вы как можно дольше, еще многие годы приходили в театр и всегда приходили по поводу, чтобы были и роли, и близкие, любимые люди. Спасибо вам большое, что к нам Главное, сегодня чтобы выбрались. в жизни, чтобы ты нужна была кому-то, для кого-то, для чего-то, быть необходимой. Вот в жизни это самое главное, независимо от возраста. Быть необходимой кому-то, чему-то. И всегда быть востребованной, конечно. Я уверен, что это как раз про вас. Спасибо большое, что посетили нашу сегодняшнюю программу. Напомню, вы смотрели программу «Вечерняя игра». Будьте нужными друг другу. Спасибо, что вы меня пригласили. Я очень рада была встретить, потому что это телевидение для меня очень дорого. Здесь у меня тоже многие приятные мгновения прошли, многие приятные, дорогие для меня люди здесь работали. Все для меня дорого. И любое меня, когда приглашают, я с большим удовольствием прихожу. Не для себя, а вот просто встретиться снова вот со своим каким-то тем периодом жизни, который здесь у меня прошел. Спасибо вам. Спасибо вам Очень большое. искренне. Спасибо. 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 Всего доброго.